В Абхазии Олега Адыльгеревича Этлухова знают многие. Человек, возглавлявший Национальный совет абазинского народа и руководивший штабом по оказанию гуманитарной и политической помощи во время грузино-абхазской войны, и сегодня держит руку на пульсе абхазской жизни. Общественный деятель, академик, доктор наук, профессор, он является автором исторических романов. И сегодня наша встреча в саду Абиги посвящена обсуждению исторического романа «Звезды над Каиром». Ведь именно эта работа выдвинута на соискание Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». Несколько слов о сюжете романа. В его основе судьба молодого мамлюка Али, которого в 12-летнем возрасте выкрали из дома в Абхазии и увезли в далекий Египет, где он был продан на рынке рабов и обращен в исламскую веру. Сила воли, незаурядные способности превратили мальчишку-раба в выдающегося воина и политика Алибея Великого, освободившего Египет из-под влияния Османской империи и принявшего титул египетского султана. «Звезды над Каиром» – это не только исторический роман о прошлой эпохе, но в нем перекликается далекое прошлое с сегодняшним временем. Олег Адыльгеревич, здравствуйте. Нам очень приятно видеть вас у нас здесь, в Абхазии. Наш абхазский зритель, может быть, не знаком с большинством ваших романов, но некоторые романы все же до нас дошли, мы прочитали и можем вот с вами пообщаться на эту тему. Скажите, пожалуйста, ваши романы получили признание в России, за рубежом. Вас называют одним из ведущих писателей России. И, насколько я вот знаю, в основе ваших романов лежит и абхазская реальность, события, которые были в Абхазии. С чем это связано? И почему в таком количестве абхазская реальность занимает вот в ваших романах? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Моя мать родом из, вернее, предки моей матери, которые в 1864 году ушли на Северный Кавказ, родом из Джгярды. Она по фамилии Ашуба. Предки по моему отцу вышли из урочища Псху. Тоже в 1864 году их унесла волна Кавказской войны. Ну, я имею в себе достаточную струю абхазской составляющей. Я себя считаю, так будем говорить, абхазом этническим. Я горжусь этим. Я гражданин Республики Абхазия. И надеюсь, что я смогу как-то, хоть как-то, одним словом, рассказать что-то о моей родине исторической, родине моих предков. Поэтому это естественно, и здесь нет ничего, что противоречило бы естеству. Вот скажите, пожалуйста, предыдущие годы вы не опубликовали литературные работы. Вот если мы возьмем хронологию, в 2003 вышел роман «Зов крови», в 2016 «Следы на песке», в 2017 «Звезды над Каиром» и в 2018 «Притяжение». Почему вот такой каскад эпических романов вот один за другим как бы прорвало, такое ощущение, что вас просто прорвало? Вы знаете, вы примерно задали тот же вопрос, что корреспондент телевидения в Баварии, в Мюнхене. Он сказал, это что, новое извержение вулкана, который спал долгое время? Нет, совершенно не так. Дело в том, что я писал и до этого. Но я писал под псевдонимом до тех пор, пока однажды мне литературные критики не сказали: Олег, ты уже созрел для большого читателя. Теперь можешь, не стесняясь, написать свою фамилию, а мы покажем, что это соответствующий уровень. Вот с тех пор я и стал подписывать своей фамилией. Поэтому писал я и до этого, а это сейчас вот последние 3-4 года,
то, что накопилось, уже то, что можно было под своим именем, не стесняясь, что читатель прочтет и скажет, а что это такое. Вот когда я увидел, что это что-то имеет определенную ценность, вернее, вы знаете как, авторская слепота, она везде есть, это все знают. Каждый считает, что он чуть ли не Пушкин и не Толстой. Но когда литературные критики дали такую оценку, ну я тогда счел возможным печатать уже под своей фамилией. Мы пролистали литературную критику и обратили внимание на то, что о вас очень много пишет российская пресса. Дело в том, что вот мы даже выписали какие-то эпитеты о том, что это лучший писатель России. Об этом пишет председатель Союза писателей России Иванов. О том, что вот книга «Звезды над Каиром» должна быть настольной книгой для абхазов. Это пишет Николай Переяслав. Вот. Вас сравнивают с российскими классиками, такие как, например, Шолоховым с его романом «Тихий дон», Толстым «Война и мир» или «Живые и мертвые» Симонова. Это все очень такие значительные произведения. Вот вы сами как относитесь к этим эпитетам? Вы знаете, для того, чтобы дать полноценную оценку вот этому всему, что выплеснулось в последнее время на экраны телевизоров, на страницы газет и журналов обо мне как о писателе, нужно иметь возможность посмотреть на все это со стороны. У меня такой, к сожалению, возможности нет. Я сам себе. Я еще один раз говорю, что это принцип авторской слепоты. Но все говорят, что самое лучшее зрение у времени. Вот время и ответит на вопрос, так ли это действительно или нет. Может, это просто всплеск эмоций, когда людям, российская читательская публика соскучилась по хорошему. В последнее время мы видим только произведения типа детективов, которым все стреляют, все убивают и гоняются за деньгами. А настоящие классического произведения, где говорится о судьбах народов, о людях, о простых людях, о их чаяниях, совсем мало стало. Время такое. То есть время покажет, действительно ли это соответствует действительности, то, что сказали и Николай Переяслав, и академик Бекизова, и профессор Тахтамышев, который там сравнивает меня с самыми-самыми. Но давайте подождем чуть-чуть. Давайте. Хорошо. Вы знаете, я хочу сказать, что в Абхазии жанр исторического романа, он имеет место у нас быть. Так, например, абхазскому читателю известны романы Виталия Амаршана. Недавно, например, также вышел исторический роман Алхаса Аргуна. Но я не могу сказать, что для нас что-то новое исторический роман. Но ваши романы, вот я это говорю как читатель, которая прочла совсем недавно «Звезды над Каиром», они удивительны. В каком плане? Они затрагивают душу, они что-то цепляют вот внутри. Я должна сказать о том, что вот недавно в Абни у нас раздали нам вот вашу книгу «Звезды над Каиром», и я ее прочла буквально с карандашом в руке. Во-первых, для меня, как для абхазского читателя, там было очень много нового. Там чувства были разные, восхищение, гордость, просто изумление. Оказывается, очень много страниц истории мы, в принципе, не знаем. И вот поэтому у меня такой к вам вопрос. В предисловии книги «Звезды над Каиром» вы пишете, что эта книга основана на документах, которые вы обнаружили в архивах Стамбула, Каира. И вот это особенно располагает. Вот расскажите, как писался роман «Звезды над Каиром». Вот мне очень это интересно. Что вы взяли за основу? Сколько там выдумки, а сколько исторической правды? Вы знаете, вопрос в том, что любое художественное произведение – это не научный труд. Есть базовые Да. научно обоснованные исторические факты, вокруг которых необходимо осветить время,
быт людей, нравы, те геополитические интересы государств, которые были. В основу всего этого лег как-то, мы были с Тарасом Мироновичем Шамба, с одним из самых знаменитых абхазов, которых, в моем понимании, их, в Каире. И нас повели в цитадель Алибея. И когда вот рассказали о том, что делал Алибей, вот Тарас Миронович живой, он скажет. Я невольно спросил, говорю, он, говорю, был не из народа Абаза, никто не говорил, что он Абаза и так далее. Дид посмотрел на меня, говорит, откуда вы узнали? Я говорю, такой поступок мог совершить только представитель нашего народа. Только мы могли сделать такой отчаянный шаг, какой сделал он. Она заулыбалась и говорит, вы знаете, да, он Абаза. Потом она нас повезла смотреть памятник Алибею Аль-Кабири. И оказалось, что это человек, ну, примерно такой же величины, как, положим, в России Ленин, имеет значимость, статус. Все знают, кто такой Ленин. Все знают, кто такой Александр Невский, Петр Первый. Вот он такой же наш человек, в котором течет моя кровь, текла вернее, а во мне теперь течет его кровь, кровь народа Абаза. Он был таким знаменитым, а мы почти не знаем, что он был таким. Ну, просто слышали где-то, что был такой Алибей, да. И все. Но никто из нас не представляет, что центральная улица Каира – улица Алибея. Центральная площадь, их там Тахрир и улица, и площадь Алибея. Эта улица названа именем моего соплеменника. Что во всех крупных городах Каира, во всех, есть улицы Алибея и есть центральные площади все, площади Алибея. Но разве это не гордость? И меня это как раз подвигло на то, чтобы я начал искать. Ну, естественно, что я искал в архивах Каира, Александрии, Стамбула, Анкары. Но вы знаете, удивительная вещь, что больше всего материалов о нашем прошлом не у них, у евреев. Евреи, как в свое время японцы скупали все технологии в мире современные, скупают сейчас всю историю Ближнего Востока. Но у них вот так подойти и взять, как в нашей библиотеке, зайти, переписать, сфотографировать невозможно. Но это, наверное, принцип у них самосохранения. Они дают возможность только прочитать ту страницу, которая касается только того факта, который вы хотите увидеть, услышать. Но переписать нельзя, можно только прочитать. И то только в присутствии сотрудника библиотеки, который тщательно смотрит за тем, чтобы у вас не было ни телефонного аппарата, где вы можете сфотографировать. То есть за всем следят. То есть продублировать нельзя? Невозможно. Но у них, знаете, как это, чем у них вызвано? Конечно, 3000 лет скитаний по белому свету, ну, не всегда евреи имели прекрасную историю. Они высвечивают только ту часть, которая им выгодна. А та, которая в документах представляет их в не совсем нужном для них свете, они просто ее изолируют. Вот по этим вызвано то, что у них вот это. А мои, ну, как будем говорить, более половины документов я нашел в Израиле. Другую половину, я-то не владею ни турецким языком, ни арабским. Я попросил представителей нашей диаспоры. Они мне нашли людей, которые владеют и темой, и языком, и могут в достаточной мере. И вот это все длилось почти 6 лет. Роман писался буквально год. Когда есть весь исходный материал, писать не тяжело. Тяжело собирать материал. Для того, чтобы читатель увидел реальность, да, нужно обладать базовым материалом. Если нет базового материала, читателю будет неинтересно. Как абхазы говорят, турх никто особо не смотрит. Это уже другая совершенно область. Я не сказочник, я не братья Гримм, я не Андерсен. То есть нам нужно было реальные исторические события. Скажите, значит, подытоживая вот наш разговор об этом, я так поняла, что вы большую часть исторических документов вы нашли в архивах Израиля. Израиля. Вот это неожиданно. Да. И я вот в беседе с вашим руководителем АБНИ, сказал, что если бы
была возможность выйти на израильское правительство, там гораздо больше материалов по истории народа Абаза, чем во всех остальных. Вот это из моего опыта. Может, по данному вопросу так было конкретно. Но я думаю, что это такая общая тенденция. У них гораздо больше материалов по всем вопросам. Они не теряли даром время, они скупили все, что нужно. И правильно сделали. Теперь у меня вопрос по центральному герою. Итак, Алибей Аль-Кабири, вы Абаза. пишете, что Абаза, Аль-Кабири Абаза, вы пишете, что это этнический абхаз. Но вот буквально в недавно вышедших трудах нашего абхазского историка Шалва Денисовича Иналыпа, в 4 томе в частности, он пишет о том, что Алибей Кабири грузин, сын грузинского священника Давида. Да, он якобы родился в Абхазии, но он этнический грузин. Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, я не профессиональный историк. Я пользуюсь только теми данными, которые были мне представлены. И для меня многое говорит хотя бы тот факт, что на памятнике написано Аль-Кабири Абаза. Не написано Аль-Кабири грузин, Аль-Кабири картвел. Написано Аль-Кабири Абаза. В переводе с арабского это означает примерно человек, ну, это такое долгое поэтическое, у них 2 слова всего, а переводится человек, который своими достижениями, своим умом дотронулся до облаков. Аль-Кабири это то есть дотронувшийся до облаков. Да. И Абаза, не грузин. Его отца звали Дауд, по тем документам, которые у меня были, Дауд, а не Давид. Так? Дауд, он был священник в Бамборах. Так? Его мать была абхазка. Насколько это я располагаю данными. А что скажут другие, ну, мне трудно сказать. То есть вы, основываясь на исторических документах, все-таки утверждаете, что это национальный герой Египта имел все-таки абхазское происхождение. Да. Он этнический абхаз. А почему он хотел так? Кто другой, если не будучи абхазом, захочет поменять трон султана египетской, ну так, государства, в которое входила тогда и Саудовская Аравия, и Ливан, и Сирия, и Израиль, и многие другие часть Судана, Ливии и так далее, входили в состав государства. Кто такое громадное бросит государство и скажет, я поеду на родину образовать маленькое государство Абаза? Может это сделать другой, в котором не течет кровь народа Абаза? Только тот, в котором была жажда увидеть возрождение своей родины, мог поменять государство, которое буквально в смысле в сотни раз было больше по территории, по численности, на маленькое государство Абаза. Я считаю, это тоже факт. И факт то, что арабы же не просто с неба взяли, когда они написали Аль-Кабири Абаза. Он так себя представлял, значит? Значит, у них было основание сказать Аль-Кабири Абаза. Если было бы основание, они бы написали Аль-Кабири грузин. Скажите, пожалуйста, вот наш зритель просто не знает сюжетную линию. Я вот буквально в нескольких словах хочу проинформировать об этом. Судя по тому, что в этом романе написано, Аль-Кабири Абаза, то есть Алибей, имел поддержку российской императрицы Екатерины II, которая предлагала ему создать абхазское государство, если тот, в свою очередь, поддержит Россию в борьбе с Турцией. То есть у нас была какая-то такая реальная, конкретная историческая правда, когда вот такой ход событий мог быть. Вы знаете, вот если вы здесь посмотрите в начале, в этой книге, почему написано «Память выдающихся Владислава Григорьевича и Сергея Васильевича посвящается»? Ведь их самих имени здесь нет вообще. Да. Их действий нет никаких, но они продолжили ту идею, тот замысел Алибея воплотили в реальность, когда он хотел создать независимое государство Абаза.
абхазская. Да. И естественно, что все это была правда. Граф Плещеев – это историческая личность, которая приезжала к нему. Им было важно в двух моментах. Россия не делает ничего, что противоречит ее интересам. То есть создание абхазского государства было выгодно России. Тогда это была территория, которая была подконтрольна Турции. При помощи мамлюков Алибея нужно было создать государство, которое станет лояльно России и даст возможность выйти на Ближний Восток и на Индию. Это была дорога в Индию. Вот исходя именно из этого, Екатерина II, она великий политик была, решила использовать громадный авторитет Алибея, его возможности для того, чтобы создать на границе России государство, лояльное русскому народу. Значит, в XVIII веке история Абхазии могла пойти совсем в другом направлении. Да, если бы его не предал, Алибей был абхаз, но его предал такой же абхаз, как и он сам. Это, наверное, повторяется. Мы видели такое не раз. Мы знаем, что трагедии нашего народа происходили не раз из-за того, что мы не могли понять, что интересы народа гораздо важнее, чем интересы рода, фамилии и так далее. Вот тогда это то же самое произошло. Алибея предал такой же абхаз, как он сам. Увы, все в этом жизни повторяется. Все повторяется. Скажите, пожалуйста, я думаю, мы заинтересовали абхазского читателя, и он таки найдет книгу «Звезды над Каиром». И я уверена, что очень многие получат колоссальное удовольствие, прочитав, и у них тоже возникнет масса вопросов, как и у нас к вам. Ну, в частности, например, следующий вопрос у меня такой. Мне показалось, что некоторые абхазские термины употреблены неправильно с точки зрения абхазцев. Ну, например, вы пишете, что абхерца – это гармошка, но у абхазцев это смычковый инструмент. Вот как бы вы это объяснили? Вы знаете, к сожалению большому, не потому, что я вот хочу где-то что-то. Это действительно так. Но мы абазины, последняя волна абазин ушла отсюда, как я говорил, вот мои потомки последними уходили, в 1864 году уходили. Мы унесли с собой язык, культуру, быт, но за долгое время пребывания на другой территории наш язык начал адаптироваться к языкам тех народов, которыми мы там проживали. В нашем сейчас, вот я писал это не как абхаз, а как абазин, хотя абазин и абхаз это одно и то же, это два единый народ мы, но у нас у абазин абхарца, это гармошка. Современном. Поэтому здесь нет никакой натяжки, никакой ошибки. Это просто время сделало свое дело. Понятно. Понятно. Спасибо вам большое. Я все-таки хотела бы, завершая нашу с вами беседу, спросить вас. Итак, вот уже столько романов очень интересных написано. Какие у вас еще впереди замыслы? Вы знаете, вот мне хотелось бы, прежде чем ответить на этот вопрос, сказать, взять один из откликов, вот здесь, которые лежат, в котором пишут. Это для того читателя, который будет читать книгу, и чтобы, не дай бог, у него не возникло ненужных эмоций, ассоциаций. Вот это пишет ведущий литературный критик России Николай Переяслав, секретарь Союза писателей. К сожалению, я читаю дословно. Замечательный роман Олега Этлухова «Звезды над Каиром» увидел свет абсолютно без корректуры. Но даже этот чисто технический недостаток не может перевесить собой внутреннего содержания этой мощной и глубокой книги. То есть, я к чему это говорю? Не для того, чтобы подчеркнуть, эта книга глубокая, мощная, а для того, чтобы читатель приготовился к тому, что, к сожалению, книга вышла без корректуры. И чтобы он не подумал, что это безграмотность автора. Вы же знаете, что любого, и у Пушкина, и у Лермонтова, у всех есть редактор и корректор. Но, к сожалению, так получилось, что она вышла без корректуры. И пусть читатель, когда читает, не обращает внимания на это, учитывает этот фактор и учтет то, что этот роман будет в ближайшее время переиздан, уже с корректурой. Как вам сказать,
И будет в продаже. И будет в продаже. Мне позвонил наш такой, будем говорить, бизнесмен, который болеет за народ, Муса Экзеков, и говорит: Олег Давидович, это шикарный роман, но ты видишь, что там. Давай я переиздам за свой счет, если ты дашь разрешение на переиздание. И вот сейчас готовится к переизданию, но уже в подарочном варианте. Он хочет сделать его таком. Да. Так что И с корректурой, видимо. с корректурой уже все. Сейчас работают корректоры, которых он оплатил, редакторы, которых он оплатил. Это все работа не творческая, это техническая работа. Все понятно. Ну, большое вам спасибо за этот роман, Олег Адильгиреевич. И у нас, знаете, такая традиция, когда к нам сюда, в Абхазию, приезжают люди, которые видят нас немножко со стороны, у нас такой традиционный всегда вопрос: какой вы увидели Абхазию, и вот что бы вы хотели сказать жителям Абхазии? Вы знаете, желание одно, наконец-таки, дойти до того, что видел в своих мечтах Владислав Григорьевич. То, к чему стремился Сергей Васильевич, продолжая его дело. Факт повторного издания исторического романа в наше непростое для литературы время сам по себе говорит о высочайшем уровне читательского интереса к данному произведению. Мы же со своей стороны призываем всех жителей Абхазии, кому интересна и дорога история абхазского народа, прочитать роман Олега Этлухова «Звезды над Каиром».